Артисты Государственной филармонии еще до начала концерта в рамках культурной программы в городе Герое Волгограде посетили местные достопримечательности, в числе которых и знаменитый Мамаев курган, на территории которого расположен самый высокий в мире монумент Родина-Мать. Нам понравилось, пришли, посмотрели, рассказали некоторые истории. Это гигантский комплекс, состоящий из десятков скульптур, аллей, музеев и большой братской могилы с вечным огнем. При посещении комплекса в сердце смешиваются чувства скорби, боли, и в то же время гордости и радости победы. Потрясает человеческий подвиг, моральный дух воинов, защищавших Отечество в годы Великой Отечественной войны. Также делегация из Ингушетии возложила цветы к вечному огню и посетила на территории Мамаев кургана место захоронения ингушей, воинов, павших в борьбе с фашистскими захватчиками. Это те знаменитые места, где происходили в 1942-1943 году ожесточенные бои за само существование Советского Союза и за наше существование. И благодаря тому перелому, который произошел здесь, на земле Сталинграда в 1942-1943 году, где участвовали в обороне Сталинграда и наши земляки, кавалеристы 255-го кавалерийского полка, где был командиром полка, первым командиром этого полка был Абадиев японец. Они оставили яркий след в победе над фашистскими захватчиками под Волгоградом и на Волгоградской земле. Мы этим гордимся. Сегодня мы пришли сюда почтить память возложением, память о них, о тех, кто защищал Сталинград и весь Советский Союз на Волгоградской земле. Артисты Государственной филармонии выражают благодарность полномочному представителю Ингушетии в Волгограде и области Герихану Мержоеву за организацию и возможность посетить исторически значимые объекты культурного наследия. Уже вечером в Волгоградском музыкальном театре состоялся концерт «Бека Пандар Ека Уаз», так называется программа гастрольных концертов, приуроченных к столетию ингушской государственности. Адам Мережков, Магаз 24.